Аямаддин, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Машаллах, машаллах. Рад тебя видеть в нашей мечети Алтан. Альхамдулилля, я знаю тебя давно. Ты с 12 лет у нас сначала в городе в Нижнекамске совершал таравих намазы, потом еще в других городах. И вот только что вот перед интервью я от тебя услышал, что ты, оказывается, машаллах, с 9 лет проводишь таравихи. Машаллах, табаракаллах. Я очень рад тебя видеть. И вот хотел бы сегодня тебе пару вопросов задать по поводу тебя, твоей семьи, как ты вот научился, как ты выучил Коран и где ты побывал. Поэтому несколько вопросов тебе, Аямаддин. Расскажи про свою семью. Где ты родился, сколько тебе лет? Бисмиллах, вальхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва асхабихи ва ман валях. Ама ба'д, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Еще раз, шейх Салимджан. Баракаллаху фикум. В первую очередь за ваше приглашение, в такой хивар, так скажем, такой открытый разговор, душевный, братский. Прошу Аллаха Субхану ва Тааля в первую очередь, чтобы принял все наши молитвы, все наши посты посредством этого месяца Рамадана, очистил наши сердца и одаровал нам искренность и аль-ихлас, валь-кабуль фил каули валь-амаль. Аллахума амин. Хотелось бы представиться сначала. Меня зовут Аямуддин, мне 23 года, родом я с Таджикистана и в данный момент проживаю в России. И по милости Аллаха, альхамдулиллахи лади билимати татиму салихат, Аллах Субхану ва Тааля одарил мне эту милость, я стал хафизом, альхамдулиллах. Милость Аллаха в первую очередь, затем эта причина стал мой отец, мой учитель, мой наставник. На его руках я выучил Коран полностью. И также, альхамдулиллах, вот в этом году совместно с вами, со всеми братьями и сестрами провели здесь, в нашей мечети Алтан в городе Казани, таравих вместе, таравих и киям. Также прошу Аллаха, чтобы принял все это. Очень рад вас видеть. У тебя несколько братьев и сестра есть, да? Они, машаллах, тоже заучили Коран, да? Да, альхамдулиллах. У меня 3 братьев и 1 сестра. Братья все они хафизы тоже, альхамдулиллах. Машаллах. После милости Всевышнего Аллаха, это большая заслуга и твоих родителей тоже, да? Да, бессомненно, как ученые сказали, мы та ума, которую берем всегда причиной, и в нашем случае причина стала это мои родители, в частности отец, альхамдулиллах. Это мой наставник, мой учитель, да, Аллах Субхану ва Тааля, чтобы сохранил его. Он стал как раз причиной, после милости Аллаха, моих успехов, всех успехов в жизни, и в Коране, и в религиозной, и во всех аспектах, альхамдулиллах. Машаллах, расскажи, за какое время ты выучил Коран? Коран, именно сам Коран мы начали изучать в 6 лет с половиной, когда мне было уже 6 лет. Это в то время, когда мы уже конкретно начали заниматься Кораном с отцом, бессомненно, дома. То есть я в каких-то исламских вузах, заведениях, каких-то медресе не ходил. Учился параллельно в светской школе, гимназии. А то, что касается Корана, я учил дома, на руках отца. Он это все запрограммировал, все запланировал, запрограммировал. И начали в 6 лет с половиной, и в 10 лет, по милости Аллаха, закончили. То есть процесс продлился где-то 3 года с половиной. Это учитывая то, что я еще учился в школе в светской. Это вот ты очень хорошо отметил, то, что учился в школе параллельно, да, и заучивал Коран. Потому что сегодня некоторые люди представляют, что заучивать Коран, это нужно запереться где-то в какой-то комнате и сидеть 24 часа, 7 дней в неделю, только учить. Значит, дети, которые учатся в школе, они тоже могут заучить Коран? Бессомненно. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, в суре Аль-Камар, антум а'ламу минна ла яхфа мин джалали илмикум. То есть вы лучше нас знаете, шейх Салимджан, машаллах. В суре Аль-Камар несколько раз повторяется «Ауля ва лакад яссарна аль-Кур'ана лиззикр». Потом джумлат аль-истифхамия, то есть вопросительное предложение. «Фахаль мин муддакир». То есть Аллах Субхану ва Тааля говорит поистине, то есть подтверждение, мы облегчили этот Коран. Это не спаслание для поминающих именно, так есть ли поминающие. Поэтому, когда человек имеет дело с Кораном, то Аллах Субхану ва Тааля облегчает ему во всем. В деле, в работе, в учебе, если он где-то учится, и дает бараката во времени. Бессомненно. Есть такое мнение, чтобы заучить Коран быстро, нужно 1 страницу прочитать 1000 раз. Ты слышал про такую методику? Слышал, но я бы хотел отметить этот важный момент. Когда человек начинает
путь или свой путь к изучению Корана, да, не стоит торопиться. То есть некоторые торопятся, чтобы за года, за 2 года. Это зависит от самого человека. У кого-то может быть хорошая память, у кого-то как бы средняя, у кого-то не совсем хорошая. Поэтому самое главное, как говорят, не количество, а качество. Чтобы, пускай это будет 3-4 года продлиться этот процесс, но он будет эффективным и постоянным, как вы знаете, лучше. Не обязательно, чтобы там в какой-то определенный период закончить Коран. Нет, пускай там по возможности. Нужно учитывать терпение, нужно учитывать время, нужно учитывать возможности человека. То есть кто-то может там учить за день 1 страницу, кто-то больше, кто-то меньше. То есть это зависит все-таки от учителя, от наставника и самого ученика. Это вопрос вернется к ним. Поэтому не нужно торопиться, нужно вот взять ту марру, то есть тот объем, который человек уверен в себя, то, что может учить, выучить. Не просто выучить, а именно эффективно выучить и закрепить. И выбрать хорошую программу заучивания и повтора. Повтор тоже важен. Машаллах. Еще вот такой вот вопрос, да, вот иногда бывают, к нам обращаются пожилые люди, бабушки, дедушки, которые уже на пенсии. Они говорят и задают такой вопрос: а вот мы в таком возрасте, мы можем заучить? У нас память уже не та, у нас уже возможности не те, здоровье не то. Мы, говорит, можем стать Кур'ан-хафизами? Ты как думаешь? Без сомнения, да, альхамдулилля, это как бы «Инна Аллах аля кулли шайин кадир». Аллах всемогущий, как бы есть такие случаи, выделили тоже, альхамдулилля, люди там 80 лет стали хафизом, машаллах, табаракаллах, в 70 лет стали хафизом. Там люди были, которые вообще не умели читать Коран. Там, вот, у моего отца, альхамдулилля, разные ученики разного возраста, как бы, да, кому-то там 50, за 50 лет было, они не умели читать Коран. Вот, начали как бы, научились читать Коран и начали учить. Кто-то из них выучил какой-то определенный объем, несколько джузов, кто-то стал хафизом, а кто-то. То есть это вполне возможно. Тут нужно учитывать, как бы намереваться искренне ради Аллаха субхану ва тааля, брать причины и делать дуа, без сомнения, просить Аллаха субхану ва тааля облегчение, из его милости облегчения и уповаться на него. Поэтому результат от Аллаха субхану ва тааля всегда. Аямуддин, мы также знаем, что ты очень много участвовал в различных конкурсах Корана, занимал призовые места, побеждал, был лауреатом. Расскажи об этих конкурсах, в каких странах ты был, и расскажи про свою последнюю поездку в этом месяце Рамазана. Да, без сомнения, альхамдулилля, ляди бинимати татиму салихат, милость Аллаха тоже, который облегчил нам этот путь. Альхамдулилля, по милости Аллаха. Затем вот, еще раз повторюсь, причиной стал отец. Альхамдулилля, обучились, начали развиваться, ехать к шейхам, как бы, да, учиться дальше, другим наукам, которые связаны с Кораном, да, и другие также. Альхамдулилля, по милости Аллаха, участвовал сначала в внутренних конкурсах, это вот то, что всероссийские, внутри России. Альхамдулилля, побеждал в них, потом, соответственно, меня направили официально, да, уже на международные, как бы, всемирные конкурсы или премии по чтению Корана. Альхамдулилля, бывал, участвовал в разных странах, в ОАЭ, в Кувейте, в Египте, в Ливии, в Малайзии, в Индонезии. Альхамдулилля, был в разные страны, как бы отметили, альхамдулилля, где-то побеждал, где-то занимал призовые места. Это не главное, потому что то, что иметь честь участвовать в таких мероприятиях, состязаниях, это уже большая милость Аллаха. Почему? Потому что Аллах субхану ва тааля выбрал тебя именно среди других людей, как бы сделал из числа Ахлюл Коран, то есть из числа определенных людей, которые он выбрал, сделал Ахлюл Корана, где ты едешь в такой благой атмосфере, где все хафизы собираются, все хранители Корана. Такое приятное чувство бывает, альхамдулилля, где есть знающие люди, где знакомишься с учеными, берешь пользы, развиваешься. Как бы это намного важнее. Поэтому, альхамдулилля, еще раз Аллаху субхану ва тааля за все его милости. В последний конкурс, да, это вот, если, скажем, премия будет правильнее, в Танзании проходил, в государственной Танзании, где это называется величайшая межконтинентальная премия хафизов мира 2025 года. Это проходит под руководством президента страны Танзании, где приглашают именно не просто участников, а именно участников, которые побеждали в международных других конкурсах, где-то именно в международных. И вот всех таких
как скажем, лучших собирают, да, таких сильных хафизов, которые имеют большой опыт, да, большое развитие в этой сфере. Их всех приглашают из разных стран, и среди них также нужно отметить то, что где-то 10-15 очень больших ученых и мировых и известных специалистов по Корану приглашают, где они будут как бы как жюри, да, как жюри судейства, и они оценивают как раз чтение. То есть чтение проходит в нескольких этапах как раз, там 2-3 этапа, и выбирают 5 лучших. И этот нужно отметить также, что этот конкурс во многом отличается. Как я сказал, в обычных других конкурсах как бы участвуют те, которые занимают первые места у себя в стране, у себя в республике, там в государстве где-то. А в этом конкурсе они сами вышли на конкурсантов, именно пригласили кого? Именно тех, кто как бы занимали первые места в международных конкурсах где-то. Поэтому конкурс очень был сильным, как бы, так как все хафизы были сильными, и баллы очень как бы каких-то маленьких долях давали, да, как бы разница между участниками в баллах, в результатах была. Но они выбрали 5 лучших, и этот конкурс проходил в государственном стадионе, где присутствовали 100 тысяч человек, альхамдулилля. И финал как бы проходил в стадионе. И альхамдулилля, Аллах субхану ва тааля многократно за все его милости Аллах наделил нам эту милость. Альхамдулилля, победил и занял 1 место. Второе место взял наш брат с Ливии. Ливия тоже очень известная страна хафизами. Миллион хафизов, говорят, где там больше миллиона хафиза. Ливийцы обычно всегда 1 место берут на международных конкурсах. 3 место с Египта взял, 4 с Америки, а 5 это с самой Танзании. Да. Конкурс был таким престижным, альхамдулилля. Я очень рад, что ты, машалла, после таких конкурсов приехал к нам и порадовал нас своим чтением, своим голосом в таравих намазах. Пусть Аллах Тааля тебя возблагодарит. И последний маленький вопрос. Вот что ты посоветуешь людям, которые жалуются на свою память? Они говорят, память плохая, не могу учить, даже маленькие суры не могут заучить. Да. Дай советы от тебя. Безусловно, мы сказали то, что ранее отметили то, что память как бы это тоже дар Аллаха субхану ва тааля. Кому-то дается лучше, кому-то как бы немного меньше, немного больше. Здесь нужно учитывать несколько нюансов. Первое, это, конечно, намерение. Искренне намериться ради Аллаха субхану ва тааля. Второе, искренность, то есть она важна, она основа во всем, и в делах, и в поклонениях, во всем. Нужно намереваться искренне ради Аллаха субхану ва тааля. То есть иннамаль амалю бинният, как вы знаете, Пророк саллаллаху сказал. Второе, это просить Аллаха субхану ва тааля делать дуа. То есть углубляться в дуа, просить Аллаха субхану ва тааля сердцем из его милости и прощения, и облегчения также, как бы на этом аль-и'ана. Третье, здесь уже после того, как мы делали дуа, просили Аллаха субхану ва тааля, уже уповаться на Аллаха субхану ва тааля, то есть ат-таваккуль, как Аллах субхану ва тааля сказал, «Ва ман ятаваккаль Аллахи фа хуа хасбух», то есть тот, который уповается на Аллаха субхану ва тааля, то Аллах сам достаточен ему. И это реально видим в деле, как бы, это все говорю из своего опыта, альхамдулилля. Четвертое, здесь сохранить свой взор от запретного и от сомнительного именно, сохранить свой взор. Также 5, пища и ризк тоже играет очень важную роль. Именно пища и ризк, каким путем как бы зарабатывает человек, питается, кушает и так далее. То есть, как мы знаем, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал в достоверном хадисе, в субранках имам Бухари, Муслим: «Инналь халяля байин, ва инналь харама байин, ва байнахума умуру муштабихат, ла я'ламухунна кафирун мин нас». То есть халял он ясный, как бы открытый для всех. Харам тоже самое. Но между ними есть умуру муштабихат, некоторые вещи, которые сомнительные, да, которые многие люди о них не знают. Поэтому нужно всегда отдаляться максимально от сомнительных, да, и, как мы сказали, максимально отдаляться от сомнительных. Баракаллаху фикум. Я бы, наверное, добавил еще один пункт: поменьше сидеть в телефонах, да? Да, но... Это детям нам как раз важно, да?
время. Я очень рад, Аямуддин, что Закон, я поговорил с тобой, машаллах. Мы надеемся, что мы с тобой и дальше будем встречаться. И Иншаллах. следующие Рамазаны тоже будем проводить в нашей прекрасной мечети, мечети Алтан. Джазакаллах хайран. Прошу Аллах Субхану ва Тааля, чтобы, как говорится, насал Аллаха ан юида лана Рамадан амаман адида, то есть дожили до следующих Рамаданов, иншаллах Тааля. Аллах Субхану ва Тааля, чтобы принял все наши сиям, аль-киям, все наши посты, все наши молитвы. Да Аллах Субхану ва Тааля, как нас вот с вами собрал здесь, как бы в мечети, в дом Аллаха Субхану ва Тааля, также нас, чтобы собрал в раю, в джаннат аль-фирдаус аль-а'ля. Аллахумма амин. Баракаллаху фикум. Джазакаллах хайран. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху.